Митинг 26 февраля. Россия! Россия! 26 февраля 2014 года в 11 утра Меджлис крымско-татарского народа созвал жителей полуострова на митинг против сепаратизма под стенами крымского парламента в Симферополе. Это вообще очень удивительный день. Накануне нужно говорить. 25 февраля единственный политический орган, который официально провел заседание, и этому еще будет дальше даваться оценка, это Меджлис крымско-татарского народа, который обращение сделал к народу Крыма, да, и принял решение о митинге в знак протеста против действий и за территориальную целостность Украины. Больше никакой организации политической заявлений не было. Были общественные организации, проукраинские, Евромайдан, Крымский, они участвовали в этом. Но политические партии, к сожалению, в тот момент показали вот ту неспособность мыслить государственно. Акция проводилась под лозунгом сохранения территориальной целостности Украины и недопущения принятия Верховной Рады АРК решений, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии. Тогда возле Верховной Рады Крыма собрались по разным оценкам от 5 до 10 тысяч крымских татар и крымчан других национальностей, которые выступили против сепаратизма. Наше требование, чтобы не было чрезвычайного съезда. Крым – это Крым, и он к России не относится. Мы стояли там разные люди, и среди нас, к сожалению, были те, которые потом успешно в коллаборацию перешли. Такие тоже были. Но речь идет о ответственности подавляющего большинства, которые не испугались этого и взяли. Внеочередная сессия Крымского парламента должна была состояться в 15:00. На повестке дня два вопроса: об общественно-политической ситуации в Украине и АРК и об отчете Совета министров АРК. На протяжении длительного времени Верховная Рада Украины, нарушая конституционные гарантии статуса и полномочий автономии, принимала законы, которые существенно сужали объем конституционных прав и свобод ее жителей. Перерыв на 1 час. Глава Меджлиса Рифат Чубаров потребовал от спикера Крымского парламента Владимира Константинова перенести или отменить внеочередную сессию, чтобы избежать противостояний и дальнейшего обострения ситуации в Крыму. Я сейчас выйду этим людям, мне нечего им сказать. Я боюсь к ним выходить, потому что они ждут, что у вас наконец-то возобладал разум. Давайте мы проведем депутатское собрание. Депутатское собрание, я говорю все эти вещи. Не уходите от ответственности. Это Константинову нечего терять. Он у нас Крым вместе с вами. Не уходите от ответственности. К середине дня 26 февраля на митинге у стен парламента насчитывалось от 10 до 20 тысяч проукраински настроенных жителей Крыма и от 2 до 4 тысяч представителей пророссийских сил. Их разделял кордон милиции. Россия! Россия! Я против войны. За Беркут, за Россию, за Симферополь, за мир. Сессия парламента Крыма должна была начаться в 15:00, но ее открытие откладывали из-за отсутствия кворума. Когда начались столкновения, депутаты стали покидать парламент. Сессия Крымского парламента в этот день так и не состоялась. Наше требование, чтобы не было чрезвычайного съезда, чтобы не приняли Крым, это Крым, и он к России не относится. Мы требуем референдум, чтобы крымский народ законным способом определился о статусе Крыма. Либо Украина, либо Россия, либо отдельный Крым. Народ должен решать, где и как ему жить. О подробностях этого дня, о том, каким было 26 февраля 2014 года для Ахтема Чийгоза, мы и поговорим сегодня.
Это было самое массовое, наверное, за все годы независимости Украины такой митинг. Был один из таких митингов, который пытался остановить отторжение Крыма, то есть захват Крыма нашими соседями. Он собрался не случайно. Накануне Меджлис 25 крымско-татарского народа объявил об этом. В 11 часов пригласили всех под стены крымского парламента. Мы приняли решение и тут же, естественно, занялись организацией предстоящего митинга. И причем эта особенность или отличительная черта была в том, что накануне были уже такие события, которые вот реально опасением являлись. Например, 23, 24 числа и 25 февраля активно раздавалось оружие и паспорта российские вот возле здания Верховного Совета Крыма, возле здания Совмина. А как это раздавалось оружие? Да, паспорт показал, взял оружие. Сперва получил российский паспорт. Прямо на улице? Прямо на улице, автоматы Калашникова, это было очень так. И в этом активно участвовал сам Шеремета, Аксенов. Шеремета уже являлся командиром полка ополченцев, списки заводились. То есть вот на днях выйдет книга к 26-му, там все это в показаниях и в материалах дела есть, я советую просто почитать. В материалах дела 26 февраля. Да. Так вот, вот эти вот некоторые детали, которых мы не знали, а на суде они озвучивались, говорило о том, что мы правильно чувствовали, то есть мы реально ощущали опасения. Мы не сомневались, что хоть и короткий срок, там с вечера до утра, до 10, до 11, пока митинг начнется, совсем мало времени, но съедутся десятки тысяч, мы знали, потому что весь народ был в таком напряжении, вот ощущение предстоящего ужаса, что может произойти. Ведь если ранее при каких-то там митингах, политических событиях была эскалация напряжения, но мы знали, есть киевская власть, службы и в Крыму тоже. А тут мы все понимали, что мы один на один остаемся и с внутренним врагом, и с внешним. Можно уточнить, каким образом вы оповещали вот эти десятки тысяч крымских татар, или только крымских татар, или вы еще и украинцев, русских и россиян приглашали на эту встречу? Как это происходило? Чубаров вечером выступил на канале АТР. Тут же Меджлис разместил в соцсетях объявление ко всем. Тут же пошла активная переписка среди участников соцсетей. Мы же по местным меджлисам, у нас система оповещения и организации, она же годами налажена, конечно. И достаточно было, пока я с Симферополя доехал до Бахчисарая, я в телефонном режиме уже оповестил практически все местные меджлисы. У меня замы, которые тут же занялись там детализацией, да, как выезжаем, откуда выезжаем, где группируемся, все это было и в каждом районе так. Поэтому за то, что эмоционально народ ждал решения Меджлиса и потом очень активно поддержал, и десятки тысяч там в течение нескольких часов собрались, по моим оценкам это было около 20 тысяч, это не было, скажем так, неожиданностью. Угу. Ну, вы говорите, что вы, в принципе, ожидали такое количество людей. Но вот когда случилось 26 февраля, 11 часов дня, когда вы увидели, что вот столько людей, через несколько часов их стало еще больше, это было похоже на то, что вы себе представляли, на то, как вы себе это представляли? Да, я не могу там что-то сказать будет, что для меня что-то было неожиданное. Другое дело...
Мы ведь с четкой целью пришли. И людям разъясняли, что мы здесь, чтобы не дать обманом преступные действия депутатов пророссийских, которых мы знали, и их там часто избирали в Крыму, таких именно находятся вот в этом парламенте. Мы свое отношение выражали такой массовостью и категоричностью. То есть наши спикеры, которые заходили и ставили в известность и депутатов, и Константинова, что мы не позволим принимать каких-либо, пусть они политического характера решения, вот там о обращении к Путину и так далее, но мы не позволим это сделать. В любом случае спекулировать. Мы представляем большинство, я имею в виду вот, настроений народа в Крыму, и от имени народа этой кучки авантюристов, подлецов мы не позволим говорить. В принципе, мы как бы, видя эмоциональное настроение людей, несмотря на то, что там против нас выставили маргинальные группы в виде казачества, самообороны и так далее, там мы понимали, что вряд ли получится у них вот сегодня, в этот день, что-либо предпринять. А о том, что они будут это предпринимать, говорили события накануне. Константинов несколько раз летал в Москву, и после каждого прилета, по нашим таким сведениям, источникам, было достоверно известно, что он конкретно находится в разработке ФСБ и его ведут. Это было очевидно. То есть он ездил, летал в Москву за инструкциями, возможно. Да. То есть для Константинова, Аксенова, в принципе, то, что происходило, и для многих других, то, что происходило 26 февраля, да, и то, что должно было произойти дальше, для них не было это секретом, правильно ли я понимаю? 26 февраля для них было неожиданностью. Они накануне пытались с нами договориться, не вышло. И то, что 26 числа сорвется вот этот план, как и для них, для России в первую очередь, для Путина, вот этого формального политического обращения к Путину, которое потом можно было бы представлять на международных аренах, не вышло. Поэтому в ночь с 26 на 27 был вооруженный захват. Случилось то, что случилось. Должно было быть обращение от депутатов, от крымских депутатов от русских, к Владимиру Путину. Обращение, да. От граждан Крыма, от крымчан, что мы там ждем вас с хлебом, солью. Вот это все миф 25 лет так называемой независимости Украины, он в Крыму не сработал. Я объявляю перерыв на 1 час. Можно мнение опять? Перерыв на 1 час. Владимир. Скажите, кто были те люди, и ожидали ли вы, что придет так много людей пророссийских, которые пришли с господином Аксеновым, которые выступали за Россию? Ожидали ли вы, что их будет так много, и что митинг 26 февраля превратится не просто в то, что вот вы придете со своей позиции и вас обязательно услышат, а в то, что возникнут все-таки такие массовые противостояния? Да, мы 25-го на заседании мы уже демонстрировали листовки разных вот этих маргинальных групп, и русской общины, и русского единства, и Севастопольской организации «Русский блок» о том, что созывается граждане, там, русские Крыма на одних писали, другие писали граждане Крыма, спасем там Крым, мы хотим в Россию. Мы это демонстрировали, и мы понимали, что там будут люди. Тем более 25-го накануне, как я уже сказал, 24-го, 23-го, да, начиная с 21-го, возле Верховного Совета Крыма и Совмина постоянно собирались пророссийские вот эти маргиналы. Их организованно туда приводили. Мы требуем референдум. Мы не считаем это правильным. Мы за него заступаемся, чтобы его не расформировали, потому что там ребята стояли за нас, а сегодня мы за них стоим. Мы никогда не исходили, что там мы свои действия регулировать в зависимости от оппонентов. Тем более в таких
серьезных государственных вопросах. И мы приняли решение, что там мы будем. Потом приходил замначальника главка, Кузнецов, если мне не изменяет память, он просто в деле есть, который, ну, как бы отвечал за общественный порядок и должен был разграничение этих митингов сделать. Но утром 26 утра, когда мы пришли, вместе с милицией стояли отряды самообороны и казачества. И это уже определило их позицию, их отношения. Они уже в сговоре были, и, ясное дело, не самостоятельные. Ими управляли уже конкретно российские ГРУшники и тех, кто в дальнейшем, уже ясно было, такие как Белавинцев, Глазьев и так далее. Вы это понимали уже в тот момент, Да. когда это увидели? Да. Ну, смотрите, вот Сергей Аксенов и Рифат Чубаров, тогда и очень много кадров есть, да, они вместе стояли, они вместе обращались к митингующим, к одной и к другой стороне, успокаивали людей. Очевидно, что происходили еще какие-то разговоры, переговоры за кадром, что называется. Атмосфера была накаленная, и сложно представить, что в этой ситуации кто-то мог так играть актерски, да, играя роль человека, который вот за Украину, да, но и который хочет все утихомирить, чтобы все было мирно, спокойно, и в то же время который фактически возглавляет все это пророссийское движение. Этим человеком, в принципе, как мы видим, он оказался Сергей Аксенов в том числе. Но вот давайте посмотрим фрагмент, когда на условной сцене Рифат Чубаров и Сергей Аксенов обращаются к митингующим. Я передаю микрофон Рифату Чубарову. Сейчас, пожалуйста, уважайте друг друга. Дайте сказать несколько слов, уважаемые. Пожалуйста, моя фамилия Сергей Аксенов. Друзья мои, я вас прошу, дайте нам высказаться. Я вас очень прошу тишины. Давайте мы начнем уважать друг друга. Сейчас по очереди будут выступать Сергей Аксенов и Рифат Чубаров. Поэтому послушайте немного и, пожалуйста, не мешайте друг другу. Мы сейчас вместе с вами здесь собрались для того, чтобы эта Верховная Рада больше не служила таким центром дестабилизации. Мы разные по подходам, но мы одинаковые по крови, мы одинаковые по любви к жизни, и поэтому наша задача сегодня, чтобы здесь, на этой площади, на радость негодяям, не было столкновений. Крым наш общий дом. Давайте не будем наполнять его кровью нашей. Мы должны любить и уважать друг друга. Мы должны вместе отвечать на внешние вызовы. Но мы здесь все крымчане, независимо от национальности. Давайте не допустим в угоду разным политическим провокаторам сегодня столкновения на этой площади. Нам смотреть друг другу в глаза и детей вместе расти. Я вас очень прошу, давайте соблюдать спокойствие, корректность и уважение друг к другу. Мирные митинги должны проводиться, и каждый имеет право на высказывание своего мнения. Но давайте не оскорблять национальные чувства друг друга. Я считаю, что мы можем построить наш общий дом. Что касается Аксенова, я вам так скажу. Но он явно тоже нервничал. Видно, что все нервничали. Это сумасшедшая ответственность, это тысячи людей, неопределенная ситуация. Да? То есть видно было, в принципе, что Аксенов тоже нервничал. Но... Я бы советовал бы зрителям не воспринимать эти кадры вот так сразу и давать оценку. Почему? Потому что мне более 2 месяцев пришлось в суде пошагово все эпизоды рассматривать. Поэтому как бы я могу понимать, почему в тот или другой момент кто как себя вел. По лицам многих мы допрашивали. Так вот, то, что Аксенов разрабатывался ФСБ и появился на политической арене Крыма еще, скажем так, в середине 2000-х, это было очевидно. В середине, говорю, где-то 2005-2006 год, то же самое Тимиргалиев. Но
И он отрабатывал все вот это вот русское, которое бы, как бы он должен был консолидировать. У него это не получалось. Во-первых, он из прошлых банальных вот этих вот торпед, рэкеттеров, и у него кличка Гоблин, поэтому его очень долго лепили политическим каким-то личностью. Поэтому его движение «Русское единство» и не набрало ни вообще голосов накануне выборов, да, до этого прошедших. Но были уже старые игроки, древние русские патриоты в кавычках. Это и Цеков, и Грач, и другие, да, вот, Клычников, все они там находились, кроме Грача. Мне кажется, российские спецслужбы искали, на ком ставку делать. Константинов, я как уже сказал, он раньше, за несколько недель до этого, он попал как руководитель парламента, и его вели. И у него страх в глазах был, и в действиях нерешительность. Но он и никогда не был таким вот харизматичным, решительным. Впоследствии, обсуждая несколько кандидатур, которых я по своему делу, которых озвучивали свидетели, это вот Могилев, там, допустим, Грач, Аксенов, выбор пал на Аксенова. Вот накануне, то есть не 26-го, а 27-го. Это прямо с утра, скажем так. 26-го Аксенов отрабатывал очередной раз свое будущее место в политике. Понимаете? Он привел туда, естественно, организованное «Русское единство». Потом он на суде говорил, что всю амуницию купил он за свой счет, и все средства защиты, и в том числе отравляющие вот эти вот деревья, то, что опрыскивают в хозяйственных магазинах, вот эти бачки, это все есть в материалах, черенки от лопат, от топорища, вот это все было привезено с их стороны, арматуры заранее нарезанные, все это есть в материалах. Поэтому как бы вот так просто посмотреть и дать оценку сложно. Там импульсивно митинг шел, и, естественно, люди тоже себя импульсивно вели. Но то, что Аксенов продавал свое место в будущем, понимаете, да? И вот когда на нем ставку сделали, и его выбор пал на него, как премьера Крыма, вот тогда, как говорят, расцвел подлец во всех своих лучших качествах террориста. Вот тогда он расцвел. Да поспокойнее. Я же вас не оскорбляю. Что вы себя так ведете? Прошу всех соблюдать спокойствие! Не поддавайтесь на провокации! Не поддаваться на провокации! Всем соблюдать спокойствие! Saygılı cemaat, to'xtani saç çıkarka çekin. Yalvarırım sizge. Cemaat, arka çekiniz. Cemaat, arka çekiniz, to'xtanız. Gerek mi? Успокойтесь, пожалуйста. Это не приведет ни к чему хорошему. Русские и крымские татары должны дружно жить в Крыму. Пожалуйста, успокойтесь, коллеги. Эмоции повредят нам всем. Друзья, наберитесь терпения. Мы вместе должны выработать правильное решение и найти единственно правильное. Пожалуйста, коллеги, столкновения не приведут ни к чему хорошему. Друзья мои, держите, пожалуйста, ситуацию. Эмоции оставьте. Мы просим для соблюдения спокойствия. 2 мирных мероприятия должны стать по разные стороны. Мы предлагаем, чтобы от входа непосредственно по левую руку от меня, то есть как бы мы проводим митинг, наши силы, то есть крымчане. Уважаемые наши коллеги, то есть крымские татары по правую руку проводят митинг. Давайте разделим ситуацию мир на площадь. И каждый выскажет свое мнение по этому поводу. Уважаемые друзья, наберемся терпения. Нам не нужна кровь здесь. Мы с вами в одном доме живем. Пожалуйста, наберитесь терпения. Действительно было очень жесткое поведение. Отработка, собрал вокруг команду и многих фамилий, мы знаем, которые готовы были делать руками самообороны всю грязную работу. И поэтому сразу пошли вот эти похищения и смерти. На площади было оружие. Вы говорите, что оружие, в принципе, раздавали и до этого. Рифат Чубаров, помнится мне, говорил о том, что вот ему прям говорили о провокациях, что вот-вот должно случиться, то есть предупреждали. Да.
могли случиться, а возможно и планировалось, что должны случиться страшные массовые какие-то, там, не знаю, убийства, но что-то страшное могло случиться. Вот этот вот баланс ситуации, как он происходил? Вы же находились среди людей. Да, конечно. Как вы это делали? Какую информацию вы получали? Как вам удалось сделать так, чтобы эта толпа вас слышала? И причем толпа, я имею в виду не только те, которые на проукраинском митинге, да, но и те, которые еще на пророссийском митинге. И те, у которых оружие. Чтобы общественные деятели Крыма, руководители политических организаций сели и договорились, чтобы договорились русские, крымские татары, украинцы, люди других национальностей. Константину это не надо. Поэтому мы еще ждем немного, пока они осознают, что эти люди, которые на этой площади, они пришли не друг против друга. Эти люди хотят, чтобы с ними говорили о будущем Крыма. Мы хотим жить вместе. Мы будем жить вместе. Только мы не позволим, чтобы одна партия теперь управляла всем Крымом и нами без нас. В какой-то момент мы увидели, что с Севастополя и сообщения получили, прибывают организованно на автобусах люди. И вот с приездом их эскалация сильно увеличилась. И вот тогда, в моем присутствии, когда Чубаров стал предъявлять Аксенову, что там, почему началась резкая активизация левого фланга и давление на нас, он сказал, я уже не контролирую. И это так. Дело в том, что мы уже тогда увидели все в одинаковой такой черной одежде, это было несколько сот человек, и ясное было, когда близко с ними стоишь, понятно было, что это не просто случайные люди. Впоследствии в моем деле оказались случайно две справки, которые следователь делал запрос по всему Крыму и получил с Севастополя. Это ВЧК Вагнера с командиром, количество, и это Терское казачество, которое уже было в Севастополе. Тоже с командиром и с фамилиями. Это случайно небрежность, 53 тома в деле, поэтому была небрежность следователя, который запросы дал, получил ответы, вшили, а вот изъять не успели, не доглядели. А мы это тщательно изучая нашли. Но когда мы их лично видели, мы видели, что у многих вот под бушлатом, ну такой черный у них экипировка, видны были эти пулезащитные бронежилеты, и вот так видны были короткоствольные автоматы. Это чувствовалось. Все остальное, расчет был на такое хулиганское действие, эти арматуры, черенки лопат. Потом после митинга были видео, как в углу, где стояли пророссийские, как там 3-литровые баллоны с вином, да, там, в общем, самогон, и все это лежало там. Все это впоследствии, вот после митинга. А вот те с автоматами, какая у них цель была? Зачем им такое оружие в этот момент надо было? Для чего? Я не думаю, что это бы соответствовало бы характеру оккупации, особенно когда они ждали, что все-таки будет некое такое коллективное обращение, скажем так, людей, имеющих мандат, да, там, депутатов к России. Я не думаю, что любой выстрел там привел бы к сотням человеческих жертв, и России трудно было бы объяснить эти действия. Скорее, они приехали организованно для того, чтобы не упускать контроль над Верховным Советом, для того, чтобы давать дух вот тем обычным, скажем так, казакам, каким-то общественникам пророссийским, да, вот. И силовое воздействие, ведь там по кадрам очень интересные факты, когда они нас пытались выдавить с внутреннего двора, в этом активно участвовали все работники милиции, находящиеся в оцеплении. Абсолютно все. Это даже суд был при всей заангажированности, не смог
убрать глаза с факта, что вот та милиция вместе с казаками, с этими пророссийскими выдавливала нас, проукраинских. Мы здесь стоим для того, чтобы Крым был, всегда принадлежал Украине и в основном крымским татарам, потому что это наша родина, наша земля. Мы за нее будем всегда стоять и воевать. Как Рифат Чубаров только что сказал, к мирным призвал, к мирной акции не воевать. Нет, ну если жизнь оставит, если нас будет также не допускать ни к правительству, ни к чему, то придется воевать. Всегда вообще крымские татары за мир, всегда. Они много чего пережили, даже сейчас стоят мирно и просто хотят добиться того, чтобы Крым остался в Украине. Такая ситуация. Молодые парни, горячие парни, которые действительно готовы, я понимаю, это воевать за свою страну, если нужно будет. Разговаривали вы как-то с людьми, оповещали вы их на тот счет, что с собой брать? Брать ли какое-то элементарно бытовое для защиты что-то, не знаю, газовые баллончики, нож, какое-то оружие. То есть от Меджлиса какие-то на этот счет вообще были Ну вот указания? следствие за 3 года не смогло ни одного факта или документа, или материала по видео представить, где бы это соответствовало версии следствия, что мы заранее организовались на массовые беспорядки с применением там черенков, лопат и так далее, газовых баллончиков. Вот 2 года суда так и ни одного факта не представили. Естественно, нет. У нас всегда, это у нас до автоматизма было. Мы всегда, любое мероприятие проводя, мы говорили о ненасильственности. Но, конечно же, сюда тоже мы приехали, со всего Крыма, мы все разные, но эмоциональность, она определяла решительность твоих действий. Это высказывания говорят о том, что на что люди готовы были идти. И это факт. Потому что после митинга, когда уже стали входить, когда захватили ночью вот эти спецы, ГРУшники, да, с оружием, мы ведь не спрятались, как мыши, не разбежались. Мы тут же стали самоорганизовываться в отряды самообороны. Это были тысячи людей. Я вам скажу так, в одном нашем районе более 3000 человек в считанные дни приняли примитивные меры самоорганизации и самообороны. А по всему Крыму это практически во всех городах было. Помните, была такая система рации, которую по телефонам как-то молодые все соединились, и мы каждую минуту отслеживали, какой броневик куда поехал, или какая колонна, и нас сопровождали. Страха не было. Было чувство, что мы победим, что не может быть так, что в 21 веке нас бросят. Поэтому страха не было. Понимаете? Но когда те же части военные, которые мы ценой своей жизни, активности, как гражданское общество, да, защищали, помогали, это ж надо было такому цинизму, а они накануне уже все сдались. Понимаете, да? Что эти 4 зеленых человечка, стоящие у этих ворот, это была бутафория. Уже все командиры практически сдались. Вот где был цинизм. Если бы только организованно какая-либо, я в этом уверен просто, какая-либо из частей или спецподразделений выступила вооруженно, показала бы сопротивление, поверьте мне, тысячи и тысячи людей от мала до велика встали бы рядом в этих окопах, либо в этих кордонах, как это было на Востоке. Пока армия в себя пришла, да, кто вышел, кто стал рядом с немногочисленными людьми по долгу службы. Люди, волонтеры самоорганизовались. Совершенно верно. Давайте вернемся еще. Вот когда митинг подходил к концу, когда вы оповестили всех, что можно расходиться. Как это было, почему было принято такое решение, да, и, в принципе, как вы ожидали, каким будет вот следующий день? Решение принято о том, что мы добились своего, и мы расходимся. Таков был изначально план Сессия митинга. не состоялась? Совершенно верно. И, то есть, мы добились своего. Тут вот задним числом, даже если вспоминать и предполагать некоторые такие популистические тут заявления, я слышал уже приехав в Киев, что нужно было захватить и так далее.
Это люди, которые, в общем-то, не понимают, говорят такие слова о специфике Крыма. Или те, которые теперь, сегодня хотят показать свою решительность задним числом. Мы, конечно, нам ничего не стоило зайти в Верховный Совет. Мы фактически Константинов и видел, и знает историю нашу. Были такие желания Да, или такая возможность? Конечно, конечно. Люди Идеи такие разные, были. там большая масса людей. Одни говорили, надо зайти, другие говорили, вот здесь останемся до утра там во дворе. Это все то, чем мы руководствовались в своих акциях ранее, многие годы, добиваясь своих национальных прав, понимаете, да? А здесь речь стояла о том, что мы, как гражданское общество, да, большинство крымские татары, понятно, но тут не делилось. Мы не ставили, не акцентировали на том, что это только крымские татары, да? Пусть малочисленные группы других национальных групп, но если бы, вот я поэтому говорю, если бы политические лидеры других партий сделали бы обращение и вышли бы на этот митинг, тогда можно было бы судить, понимаете? А к людям никто не обращался, кроме Меджлиса. Так вот, зайти туда проблем не было. Необходимости мы не видели. После нас что должны были делать? Спецназовцы, милиция, да, со всеми подразделениями, регулярные части, да, которые вот внутренние войска, да, они должны были перехватить, дальше брать на себя и наводить порядок. Мы же, в принципе, мыслили вот такими критериями. Мы сделали важное, показали, что народ не дал возможности авантюристам принять политические решения. Кто эти люди, которые по ту сторону баррикад были? Кто эти люди, которые выступали за Россию, за Беркут, за то, чтобы... Или говорили, Крым — это Крым, но они стояли именно с людьми, которые выступали с пророссийскими. Это проплаченные люди, по вашему мнению? Это действительно вот патриоты России? Или это люди, которым, ну, как-то, не знаю, напудрили мозги? Я многих из них личные истории знаю, и политическое их продвижение. Ну, какая там боль за что-либо российское, русское, да, если они только на этом спекулировали. Они декларировали эти проблемы, якобы, которые есть, для того, чтобы политические дивиденды получать на выборах, там, при назначении на должности, и вот это, и на этом киевская власть на это велась. А люди, а вот те люди, которые вышли, кто это? Люди. Там простых людей очень мало было. Ну вот даже вот из того, что у нас есть в архивах Крым Реалии, там вот абсолютно... Смотрите, да, там, вот смотрите, да. если один Симферополь бы, допустим, жил бы русской проблемой, русской идеей, там было бы десятки тысяч. Там были тысячи, прям по списку видно в материалах дела 26 февраля, там тысячи были ополченцев, самооборонцев, казаков. То есть это маргинальные группы, которые, афганцы, кстати, которые все вошли в ополчение, да, практически все. Это уже их десятилетиями приучали, прикармливали и держали как выражение воли там народа. Мы хотим с Россией, мы не хотим Евросоюз. Нам Евросоюз не нужен. Ну, я хочу, чтобы хотя бы мы жили без войны, в дружбе и была автономия. И мы хотим, чтобы центр нас услышал. Мы тут не колония. А вы что, телевизор не смотрите? Тут люди стоят не партийные, это просто люди стоят. Просто. Без всяких денег. Я против войны. Прежде всего. Поддержать Беркут, поддержать крымчан. Нет, конечно, все-таки есть минусы, плюсы. Конечно, хочется мира в Крыму. Вот, но все же мы пришли поддержать Беркут, наших ребят, которые там стояли за нас. Мы сегодня стоим за них. За Беркут, за Россию, за Симферополь, за мир. Притом. Потому что мы русские, преимущественно все мы тут русские. Да. Мы требуем референдум. Мы не считаем это правильным. Беркут! 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 Мы за него заступаемся, чтобы его не расформировали.
Я видел не раз митинги, которые вызывали беспокойство в населении. И, допустим, я видел митинги, десятки тысяч, которые выходили на площадь. Здесь все было очень организовано. Неорганизованных людей было очень мало. И когда мы на суд приглашали, обвинение приглашало людей, не имеющих отношения ни к самообороне, ни к афганцам, ни к казакам, они говорили, да мы просто пришли посмотреть. То есть тут нельзя акцентировать внимание на том, что были выразители воли граждан Крыма, Украины в Крыму. В Севастополе, да. Там уже накануне, до 21 числа, все эти организационные моменты были правильно управляемы. Там народ, в основном сложившийся, семьи бывших офицеров, там военнослужащие. Не секрет, все знают вот это новое продление Черноморского флота, да, России. Оно, естественно, увеличило и количество жителей Севастополя, правильно же? Крым по-другому жил. Крым уже в независимой, вот даже в той не очень четко обозначивших национальные интересы Украины, но жил уже своей такой вот, знаете, свободной жизнью, когда каждый мог выйти, высказать что-то, да, ругать власть. А сегодня это все запрещено. И сегодня они почувствовали разницу между Крымом украинским и Крымом российским. Дело 26 февраля. В январе 2015 года Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля. В тот день погибло 2 людей. Еще 84 человека были признаны пострадавшими. Среди задержанных оказались сторонники территориальной целостности Украины, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, а также активисты Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев. Позже суд разделил дело 26 февраля на 2, отделив в отдельный процесс главного подозреваемого Ахтема Чийгоза, который в тот момент фактически выполнял роль лидера Меджлиса в Крыму. 11 сентября 2017 года российский суд приговорил Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, под которыми подразумевались протесты, связанные с аннексией полуострова России. 25 октября 2017 года российские власти освободили осужденного в Крыму Ахтема Чийгоза и передали его Турции. Позднее он приехал в Киев. Дело 26 февраля, которое в российском суде Крыма уже закрыто, за которое вы провели несколько лет в Симферопольском СИЗО, почти 3 года. Для вас лично вот это вот дело 26 февраля, оно уже закрыто? Нет. И по, так сказать, законов оккупантов оно не закрыто. Оно выделено из общего дела 26-е, в котором участвуют там 10 или 12 обвиняемых. Но там тысячи. Я видел часть списков, которые разрабатываются. Некоторые из них здесь, в том числе вот Чубаров, он идет, со мной идет в моем деле, как организаторы вот этих всех беспорядков. А если брать политически, ведь вы видите, что они книги пишут с этой ложью про 26-е. Они даже таблички установили. Они хотят это сделать таким монументальным, чтобы было от чего плясать борьбу, некую борьбу, мифологию за возвращение в Крым. Мы со своей стороны, я считаю, что мы 26 февраля еще не поняли и до конца оценку не дали. Хотя 5 лет прошло. Да. Вот поэтому я очень надеюсь, что специалисты в основном прочитают вот эту книгу, и мы начнем дискутировать. Если мы только... Тут дело даже не в фамилиях, понимаете? Тут дело в принципе. Мы же все равно в Крым вернемся. С кем? Я бы хотел новый Крым строить с такими, как Балух. А не с теми, кто паразитировал на проблемах Крыма и сегодня хочет быть активным здесь политическим. Вы же понимаете, что в Крыму среди населения, когда вы вернетесь, будут и те, и другие, такие как Балух в меньшинстве. И... Не будут в меньшинстве. Поверьте мне, Крым сильно изменился. Сильно изменился. Потому что Балухов не было. Балухов не замечали.
Потому что нужно было видеть людей, которые паразитируют, как я уже сказал, на русских идеях ради своей личной корысти. Теперь люди видят, что есть украинцы, такие как Балух, которые имеют достоинство, которые любят свою страну, которые крымских татар называют братьями, и их там уже немало. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам, и мы с вами, конечно, не так подробно. Я думаю, что с вами можно говорить об этом просто часами, с той информацией, которая есть. Но вот вы рассказали о книге, как она будет называться и где ее можно будет найти. 26 февраля. 26 февраля 2019 года ее вы покажете миру, презентуете. Будем следить за этим. Спасибо огромное. Причем на русском языке специально несколько десяток. Я так понимаю, что в Крым вы уже готовите посылочку тоже. Конечно. А с вами была Катерина Некречи, и это Крым Реалии. И мы говорили о 26 февраля. Оставайтесь с нами для того, чтобы узнать больше информации, и пишите в комментариях, кстати, что вы помните о том дне.